Все, вроде бы начали, да? Все, друзья, всем здравствуйте. Всем, кто меня видит и слышит. Здравствуйте, здравствуйте. Я куда-то пропала опять. Так, сейчас. Угу. Вроде вижу сейчас. Вроде вижу. Так, друзья, здравствуйте всем, кто собрался у экранов, кто видит, кто слышит, кто готов к общению. Всем добрый вечер. Дайте знать, друзья, что вы меня слышите. Пока никого не вижу, поэтому пока ничего не говорю. Обычно вы пишете. Да, все, вижу. Теперь вот все, вижу, что вы начались. Здесь у меня тоже в колонке. Угу. Да, всем добрый вечер. Итак, наш очередной стрим. Готова к общению с вами. Задавайте свои вопросы о нашем житье-бытие. Угу. Добрый. Ну что, тогда начинаем, да? Или еще кого подождем чуть-чуть, пока народ присоединится, добавится. Если у кого-то есть уже вопросы готовые, то задавайте. Или по ходу тогда мы уже, присоединится тогда народ. Ну, как всегда, наверное, задача у нас номер один и наш очередной стрим мы посвящаем опять-таки корму и всегда корму. Передержек много, собак много, собаки пристраиваются, надо отдать должное, но самую малость, не так много. По 2, по 3 собачки, все равно есть какое-то движение, это уже хорошо. Так, Агния, как она себя чувствует? Замечательно, после стерилизации. Попрыгушка, скачет на 2 лапках, все хорошо. Все хорошо. О маме и щеночках из Краснодара от Евгения. Да, забрали их с ливня, они у соседки. Временно она ее взяла передержать. Очень временно. Пока сосут мамку. И вот тут женщины в чате помогли даже немножечко собрать денег на корм для всех, кого кормит Женя, и в том числе для мамки. До этого я тоже ей послала денежку на корм, потому что она очень многих кормит, очень много кормит, одна кормит. Даже нет второго помощника, второго волонтера по всем станицам ближайшим. Поэтому это человек-герой. За последние годы, скажем так, за последние лет 5, я такого человека жертвенного, вот так, чтобы служить собакам, я не встречала. Нет, в других городах, наверное, есть. Да, есть, наверное, в Нальчике, там, в Астрахани, есть, наверное, где-то по одному, по 2. Но вот это вот тот самый случай. В том регионе, откуда я в основном вывожу, там таких нет. 24 часа в сутки спасает. Поэтому, если кто захочет помочь, присоединиться. Это что такое? Прервалось.
Так, мы прервались, что ли, да? Я не вижу вас, не вижу чата, не вижу, что вы пишете. Вроде бы идет, да, или нет? Ну, вот. Так. Если кто захочет краснодарским помочь на корм, поддержать, вот просто, что называется, да, то не стесняйтесь. Я могу дать ее карту или могу ей переслать. Как вы скажете? Мне просто жалко эту девушку, которая без сознания уже из последних сил и спасает бесконечно. Я просто не могу показывать все, что она делает, но это человек-герой. Не могу об этом не сказать, друзья, вот не могу, понимаете? Иногда меня просят озвучить о ком-то или о какой-то собачке. Я не всегда, у меня язык даже вот поворачивается, потому что слишком много своих собак. А здесь, ну, это просто исключительный случай, она исключительный человек. Она будет падать, ничего не просит, но вот все равно накормит. Даже если сама будет без сознания, ей будут вызывать скорую помощь. После скорой помощи она в ливень идет спасать тех, кто под ливнем. В частности, ту же мамку с детками. Ой, с 4-го этажа прыгнула. Да, я даже вообще, я знаю, что это такое. У нас тоже с 4-го прыгала, вся переломанная была. И спицы торчали у нее в ногах. Ну, в общем-то, до конца жизни много лет она со спицей жила. Я знаю, что это такое. А если прыгнула и не нашли, не знаю, что сказать. Всегда надеешься, что вроде, может, в подвал уползла. Но это маловероятно. У каштанки и ириски. Каштанка, ириска. А они теперь у нас тофи и ириска. Ириски поставили прививку. У них прошла позавчера фотосессия. Нет, вчера была фотосессия. Они прекрасно получились. Поэтому скоро начинаем и малышку тоже пиарить. Да, спасибо, Марина. Вот, поэтому у нас вообще жизнь кипит, вообще, знаете, ключом. У нас не останавливается. Даже в жару мы не расслабляемся. Наташа, спасибо, она и всю ночь вот мыла, отмывала с колтунами собак. Очень, ну не знаю, сорвала опять спину, и собака в лёжку уже от усталости, потому что колтуны никак не вычесывались, а состригать было очень жарко. Нам надо ее отфотографировать. Это собака, которая готовится у нас на... Все-таки к операции мы ее будем готовить. Поэтому сейчас мы хотели ее отмыть. И вот Наташа до 2-3 ночи корпела над 2 собаками, а 3-ю она не успела. Но тоже фотосессия, знаете, до 2-3 она мыла, а в 7 у нее уже был фотограф, и в 7 она уже была как солдат на фотосессии с этими собаками. С другими 2 собаками она тоже ходила на озеро. Ой, ну, не знаю, это болото или озеро, как это назвать, но тоже купала собак в жару, чтобы их немножко освежить. Они оценили водоем, и им очень понравилось. Ой, тоже надо, и фотографии наделала, как плавают, и как реагируют на воду, и как реагируют на людей в обществе, на поводке как ходят. То есть тут одновременно идет и тестирование еще собак, помимо того, что им дать освежиться. Вот, поэтому полным ходом. Одной собаке почистили зубы. Тоже спасибо Маше и спасибо Ольге, потому что
Они готовятся к своему путешествию в счастливую жизнь, поэтому почистили зубы. Тоже вызывали ветврача. То есть я рассказываю индивидуально, какая работа ведется на одной и на другой передержке. То есть по каждой собаке какая-то работа ведется. Слышно и видно. Это хорошо, это радует. Просто они закрыты снаружи. Ну, я вас понимаю. Взять кто-то, забрать не знаешь. Но если вы не сразу выскочили, выбежали, да, то или в стрессе куда-то сиганула, если живая, если деревья, не деревья притормозили падение. И другой вопрос, может быть, собака пробегала. Иногда под окнами такой ор кошек и лай собак. Что это означает? Кто-то кого-то дерет? Не знаю. Не хотелось бы думать о худшем. Как дела с выгульником? С выгульником все по классике жанра. Значит, у нас не бывает все легко и просто. Уехали в отпуска эти наши мастера, которые трезвые всегда, но теперь они в отпуске. То ли уехали на родину, то ли уехали на море. Ждем начала теперь сентября, получается так. Сама, конечно, я очень зла из-за этого, но ничего не могу изменить. Все равно мы добьем этот вопрос. Просто мы обязаны это сделать. Я уже не могу. Давно нет известий о якутском ППЖ. Пауза. Не знаю. Честно скажу, не знаю. Не знаю. Но думаю, что все грустно. Я за 5 лет никогда не делала такой длительной паузы, чтобы туда не посмотреть. А сейчас, знаете, еще почему? Есть очень веская такая причина. А не с кем спасать. Спасать не с кем. Потому что просто не с кем. Я даже не знаю, что сказать. Какие-то все разобщенные, не сплоченные. Но, в принципе, мы сами по себе всегда были 2-3 человека. А сейчас у этих 2-3 человек, во-первых, тоже был отпуск. Женщина, с которой мы спасали. Спасибо ей огромное. Это Тамара. Она в отпуске была. Потом она приболела модной болезнью. А в принципе, ездить туда вот так вот, чтобы ездить и делать съемки, таких людей нет. Вот такая ситуация. Грустная какая-то ситуация. Галина, спасибо. Это я просто из последних сил очень стараюсь, знаете, не ударить в грязь лицом. А на самом деле, что внутри творится, это ураган, во-первых, бушует. Очень сильно сдерживаю себя во всех эмоциях. И так стараюсь подбирать слова на самом деле. Все не по-моему, все не так. Я критична очень ко всему. Ай. Много очень на меня, понимаете, навалилось в связи с событиями в мире. Вы знаете, вот, наверное, я должна это озвучить, хотя я знаю, что вы меня, наверное, не поддержите. Ну, или поддержите теоретически, а в реалии, наверное, все равно добрый вечер.
в реале все равно, наверное. Я все равно остаюсь одна. Я хочу сказать, что мои передержки, хоть они и замечательные, и передержки, и люди, но они не железные, и они за таким количеством собак ухаживают. За огромным количеством собак. Вы можете себе представить, когда у нас у всех в квартирах по одной, две, три собаки, это уже труд, мы знаем цену этому труду, надо убрать, надо выгулять, надо все, да, сделать. А когда их сотня, мне даже вот недавно знакомая, с которой мы познакомились вот в феврале, после событий в Якутске, она мне позвонила, мы разговорились, хорошая женщина, зовут Елена, живет она не совсем в Москве. Вот все замечательно, и она так удивила меня тем, что она не поверила, что можно ухаживать за сотней собак одному человеку. А я удивилась ей тому, что она этому не верит. И я думаю, ну как же так? Вот она, моя передержка. Замечательная, измученная, в депрессии эта женщина, но она все равно из последних сил старается. Она все и выгуливает, купает, моет, на капельнице возит, на это самое, к офтальмологам, анализы сдает, к фотографу. Ну вот все делает, прививки ставит и ухаживает бесконечно, допустим, да. Или вторая у меня передержка, которую зовут Мария, Маша. Ну, они с мужем, да. Но, понимаете, они из последних сил. Вот когда я к ним приезжала на фотосессию, с них пот градом лился. Знаете, вот когда вот так вот ручьи по лицу текут. Жара, конечно, сейчас. И вот эти упряжки, вот эти вот поводки, этот слушается, этот не слушается, этот зигзагом рвется, да, а там лай такой стоит, потому что с ними надо постоянно быть, с ними надо разговаривать. Муж выгуливает, жена это самое убирает. Понимаете, это великие люди, герои. Это такой адский титанический труд, мне кажется, вот даже любая строительная какая-то профессия, она даже вот я не знаю, кирпичи таскать, наверное, на стройке, и то легче. Ты видишь объем работы, у тебя какая-то там подъедет бандурина, там что-то погрузишь, просто от жары. Но здесь они живые все, и они все разные. И вокруг тебя 100 собак. Это такой труд. И главное, что у этого труда нет выходных. Тебя никто не сменит по субботам, воскресеньям. Ни один день в году ты не можешь позволить отдохнуть. И мне, знаете как, вот когда мы с ними договаривались, что они готовы спасать, участвовать в этом, но я должна оплачивать собак эти передержки. А вы знаете, я сейчас не оплачиваю. Я оплачиваю только корм. Благодаря вам, дорогим подписчикам, благотворителям, у нас хватает только на корм. И у меня с ними происходит очень тяжелые, я не знаю, какое вот сейчас я подбираю слово сказать, тяжелые разговоры. Иногда на повышенных тонах. Мы друг другу постоянно говорим, я понимаю. Она говорит, я понимаю, но делать что-то надо. Но я же не могу. У меня же обязательства перед другими там инстанциями. У меня коллекторы отберут этот дом, за который я должна платить из денег собачьих. А денег собачьих я ей не даю. И получается замкнутый круг. Вот я уже сколько месяцев, я об этом упорно молчу, потому что я знаю, что тяжелое положение у всех. Но после вот ночного сегодняшнего разговора, что-то я так очень устала вот быть наедине с этими проблемами. Произошел мировой коллапс. Я понимаю, что в мире произошло все. Мы все по-новому теперь живем, по новому правилу.
Но еще не перестроились люди. Не перестроились мы, чтобы не спасать собак. Если вот такое продолжится, и я не смогу оплачивать, мы не будем никого спасать. Они просто не будут у меня брать. Вот так истекать потом, без выходных, как прокаженные. И при этом они что должны? Не есть. Ну ничего, не оплачивать. Да, ну коллекторы просто этот дом, в котором живут, отберут и все. Мои собаки пойдут на улицу. Я это понимаю. Я это понимаю, я уже пытаюсь какие-то отходных путей-то, главное, нет. Потому что такое количество никто не возьмет. Вот, да, спасибо за поддержку, Наталья. Говорите, что надо держаться. Я понимаю, что надо держаться, но, знаете, вот я держалась за поручни. Я не знаю, за какие поручни мне держаться, чтобы это было держание не в ущерб собакам. У меня не могут эти люди пахать 24 часа в сутки. Да, успели, Галина. И при этом быть выкинутыми в итоге на улице. А сейчас вот я, наверное, все равно, не знаю, может быть, меня осудят и раскритикуют, что я озвучиваю эту проблему. Но я сейчас ее лучше озвучу, потому что если мы в октябре останемся на улице, но я думаю, что сейчас еще продержимся, потому что там условия банки выставляют, кредиторы, когда они выставят на улицу, то надо приготовить 100 поводков и вот так на улице к дереву себя привязать с сотней собак. Я не знаю, куда я пойду с этими собаками. Мне некуда идти. И поэтому я прошу. Вот, а что просить? Ну, мы все одни и те же здесь. Я, знаете, еще хотела вас попросить. Может быть, вы будете попросить вас смотреть плейлист, чтобы увеличилось, ну, какое-то количество, может быть, подписчиков. Больше пишите комментарии, чтобы как-то продвигался наш канал. Но количество подписчиков замерло, вы видите, да? Поэтому мы одни и те же. Из тех 1000, которые здесь есть у нас, вы видите эту цифру, активных участников, это точно не 1000. И даже не 1000, а, наверное, ну, 200-300. 200-300 человек. Кто-то забегает мимолетом, мимоходом, забегает и пробегает мимо. Сейчас. Сейчас, WhatsApp. Вот. Ну, вот как-то так. Тяжело говорить об этом. Вообще старалась всегда не говорить. И вообще большие трудности остаются всегда за кадром, потому что понимаю, что проблема это утопающих. Вот. Кто-то спрашивает, с Игорем общаемся ли мы. С Игорем мы... Вы знаете, Игорь куда-то пропал. Он почему-то и здесь тоже не выходит у нас. Почему не выходит, не знаю. Сейчас отправлю, только ссылку просят. Он приболел. Наверное, все знают, или, может быть, не все знают. Я сама это узнала от людей. Он приболел и, по-моему, болел сильно. Поэтому... Но вроде я слышала, что он не выходил на связь, ему звонили. Звонили все, волонтеры звонили. Он был не в сети, он вообще пропал. Очень сильно переживали все, потому что не понимали, что происходит. Но вроде... Но я с ним не разговаривала, нет. Пожелаем ему здоровья, чтобы он быстрее оклемался и встал. Не знаю, ковид, не ковид или сердце. Может быть, он выйдет на связь. Игорь, может быть, ты здесь нам напишешь хоть сам пару слов.
Вот, видите как, да, правильно вы говорите. Вот даже вот мне всегда все говорят, ведь у меня одна кошка и 3 собачки, или там 5 кошек, там 2 собачки. И все рассказывают, как это тяжело. А вот теперь умножьте это все на сотни. И, а тем более, это не их собачки. Это спасли мы их с вами, да, когда вот просят, спасите эту собачку, жалко всех. А я про себя думаю, а что я скажу передержке? Возьми, но платить я тебе не буду. Ты возьмешь бесплатно. 101-ю, 105-ю. Я не могу, понимаете? Даже когда зимой у них будет место, если у нас пристроится 3, 6, 10 собак и будет место, они мне скажут нет. Теперь уже нет. Когда я платила, то вместе с вами, я всегда говорю, благодаря вам, и мы платили, то все было хорошо. И они как-то теснились, перемещались, переставляли местами там участников, кто где, как жить, дружить будет. Ну, они, по крайней мере, старались. А сейчас, и они мне даже говорят, вот Маша мне говорит, но я же шла тебе навстречу. Ну что же ты творишь? Я не знаю, что я творю. Я не могу одна. Не могу. Один в поле не воин. Поэтому, если спасали мы с самого начала, все вместе. А очень часто, когда я остаюсь одна. В последнее время еще участились, знаете, какие... Очень жарко. Что-то у нас вроде сегодня не то чтобы жаркая погода, но какая-то духота, может быть, перед дождем. Вы знаете, еще в последнее время хочу сделать такой акцент на том, что какой-то начался шантаж меня. Мне это очень не нравится. Я понимаю, что люди не понимают, что они говорят и зачем они это говорят. Вот если у меня 200 собак, и я с ними не справляюсь так, чтобы все было идеально, все успеть, всех оплатить, ну нет, конечно, я же давно говорю, что я не справляюсь. А мне все равно говорят, что нет, ты еще спаси. Ты спаси еще этого, спаси этого. И черненькую-то спаси, и мамку с детками-то спаси, а еще ты туда сбегай, а еще старичка спаси. И это они, знаете, как мотивируют? Я ваша подписчица. Я ваша давняя подписчица. Я по мере сил вам помогаю. Вы же не можете мне отказать. Я к вам обращаюсь первый раз. Спасите этого старичка. Я не знаю даже, что сказать. Понимаете, люди не догадываются, что таких людей очень много. И выглядеть каким-то жестокосердным, не спасающий этого старичка, который запал ей в душу. Я, получается, что вроде бы спасаю, но как-то плохо спасаю. И тут сразу у них мысли, она спасает только красивых или только там белых, да? Это не так. Я спасаю и подряд, и всех, и десятками, и я много раз об этом говорила, но вот когда я уже не могу, а спасти хотите вы, я всегда говорю, старайтесь, если вам кто-то запал в душу, самостоятельно или своим районом, своим подъездом, своим округом принять участие в спасении этих кошек, этой собачки в Белоруссии, этого помета мамки со щенками, пригласите их к себе на ПМЖ, что-нибудь. Люди, сейчас времена поменялись. Спасать вот только одна есть Лара Володина, да, которая такой темой, тяжеленной темой и в таких масштабах занималась 5 лет. А времена поменялись. А меня привыкли воспринимать
как человека, который безотказный. А чего мне стоило сейчас поменять в себе и сказать: стоп, стоп. Если даже ты не скажешь стоп, то тебе дадут пинок под зад. Те же передержки, которые у меня не возьмут больше собак бесплатно. И сейчас мы все активно пытаемся их как-то продвинуть в ручки, в семьи. Здесь канал задействуем, здесь забытый канал, здесь попроситься на порожек, возьмите нас в пиар. Мы всячески по крупицам пытаемся их пристроить, чтобы уменьшить количество такого адского труда на передержках. Мне жалко этих людей. Меня окружают люди, знаете, какие замечательные, жертвенные, но я не должна ими пользоваться. Они ничего мне не должны. Мы договариваемся, я привыкла договариваться, когда мы еще каждый на своем берегу. А потом мы, когда договариваемся о цене, о количестве, о качестве, когда мы договариваемся, ведь надо отдать должное, и вы видите, мы создаем условия. Они не сидят у нас в ржавых клетках, как на некоторых передержках, без выгула и так далее. Мы постоянно показываем, как они у нас бегают, играют, какие они счастливые, хвостами виляют, хохочут. Но это же дорогого стоит. Я должна им оплачивать. Долг копится и копится. Вот видите, какое время наступило. Собак не уменьшилось, их прибавляется, их больше выкидывают. Люди стали более, уже казалось бы, куда более жестокосердные. Это значит, что работы у нас прибавляется. А сердце-то у нас вроде такое же, как и были. Мы не научились за эти годы проходить мимо. Этому, наверное, невозможно научиться. Если ты по природе своей сердобольный человек, и раз окунувшись в эту тему, ты не можешь научиться. А вот теперь приходится, понимаете, да? Поэтому спасаю, если спасаю, то точечно. Почему, если кто-то задаст вопрос, мне задавали вопрос, и даже так, как бы, скажем, подкалывая, почему же вы якутских поменяли на краснодарских? Во-первых, это невозможно поменять. У меня 200, 195, скажем так, якутских и штук 6 или 7 вот краснодарских, которые недавно с вашей помощью были спасены. Это Никитка, это Агни, Каштанка, Гоша, Рихард, Беляшек, Рыжик. То есть, вот. И почему... Вы знаете, как вообще строится спасение? Вот когда есть с кем спасать, когда ты чувствуешь дыхание человека, с которым ты спасаешь. Вот он подхватывает, или точнее он хватает, он рыдает, он просит, умоляет. И ты видишь, как тяжело, как в лёжку. И ты хочешь этому человеку помочь. Ты даже не знаешь, кому ты больше помогаешь. Этому хвосту или этому человеку, который так жертвенно не может пройти мимо. Вот тогда ты с ним на одной волне. Ты понимаешь, что вы говорите с полуслова на одном языке. В Якутске у меня нет такого человека. Нет. Нет, там никто не будет 24 часа в сутки. Даже не просить, а просто с полуслова. Нет. Тут, во-первых, никто не просит денег. Тут просто жертвенно на свою мизерную зарплату в 20 тысяч. Как она умудряется?
в какой геркулес можно, какие мясные крошку какую можно пустить, чтобы они так с удовольствием ели из ее волшебных рук. Мне нравится, мне импонирует ее доброта, ее открытость. И я, наверное, вот пошла ей навстречу, потому что 2 года назад я у нее брала 2 собачек. Ну, правда, они пристраивались долго, целый год. А потом я с головой снова ушла и была там в Якутске. А тут я ей решила послать приветы из дома, как они живут счастливо. Ну и, конечно же, слово за слово она стала мне показывать: а у нас еще вот такие есть, а у нас еще вот такие есть. И опять мое сердце не выдержало, дрогнуло. А дальше, потом большим я с ней познакомилась, когда я увидела, что она вызывает ночью скорую себе, потому что она умирает, а после скорой она все равно тихонько одевается и ползет за этим пометом спасать его. Но, знаете, у меня это надо быть роботом, чтобы не отреагировать. Вот таким людям хочется помочь. Хочется прям помочь. Даже вот мне самой надо помощь нужна. Помощь в животных. А ей нельзя не помочь. Потому что она находится там, где никогда никто ни одного не возьмет. Ни котенка, ни жеребенка, ни щенульку. А у нас здесь, тоже не возьмут. Но все равно продвигаем. Хоть как-то потихонечку. Поэтому я не меняла на краснодарских, меня не надо подкалывать. Я просто очень разделяю вот людей жертвенных. Что передержки у меня, это какие-то вот люди-герои и себя в жертву приносят. Что Женя в Краснодаре. Но вы знаете, я вижу их, они какие-то единичные люди. То есть таких нет людей, чтобы вот группа, вот здесь группа 10 человек, вот здесь группа 20 человек. Да нет такого. Ни группы, никаких, ни полгруппы, нет ни 2, ни 3 человека в группе. Ничего. Вот просто как-то вот, не знаю, какие-то только одни амбиции у каждого. Ну ладно. С усыпалки, а в минусе постоянно. Сейчас вон глаза удалила. Ого, влетела. УЗИ понаделала. Все, что могу. Лайки стали, комментарии пишу. Ну да, я понимаю, что каждый вот старается вот. И я понимаю, человек, я, в общем-то, понимающий. Что мне остается делать? Оля, это кому обратиться? Обращалась. Она сегодня даже к местной власти обращалась, чтобы помогли то ли на корм, то ли плошками, поводками, ошейниками, с симпарикой помогала. Но он сказал, что он в отпуске, звони на следующей неделе, постараюсь. Она говорит, я понимаю, что это одни только слова, не раз уже обращалась. Она даже на телевидении местном выступала. Она призывает хозяев стерилизовать. Я уже обсуждала этот вопрос. Это человек, который всесторонне старается решать вопросы. Глухая стена в ответ. Вы знаете, я тут как-то хотели усыпить мастифа, по-моему, собаку породную, там же, в том же регионе. Но мы тут, вот Ирина откликнулась, мы хотели его спасти. Мне дали его телефон. Я наткнулась на что-то ужасное. Я подумала, что если собака рядом находится с таким быдлом, то как жалко мне собаку. Он меня, во-первых, не брал трубку на 20 моих звонков. Я хотела забрать просто эту собаку, потому что был отклик на нее. Он сказал, пошла вон, ты кто такая? Не твое дело до моей собаки. Что ты мне звонишь? Я говорю, да я вообще-то хотела просто помочь вам с собакой, такая наивная, чукотская. А он говорит, не надо ничего. В общем, разговаривал ужасно. Ужасно. Мы договорились, мы нашли, куда ее деть. Друзья возьмут.
Но если такие же друзья типа алкоголики, типа такое же быдло, которое не может двух слов связать и только рычит, то бедной собаке, конечно, будет не сладко. Но диалога не получилось. Два спасеныша долго прожили, никогда никого животных от заводчиков никому не советую. Ну да, животные от заводчиков, их и так много. И без заводчиков. Вы знаете, какое-то, ну, количество, конечно, животных почему-то увеличивается. Наверное, когда мир становится жестоким, да, какая-то есть проекция, мне так кажется. Вот мир жестокий, и людям, и у людей появляется, ну оно и так было, плевательское отношение. О стерилизации я поняла, что говорить уже бесполезно. Просто бесполезно. Вот, которые смогут быть спонсорами. Ну, 5 лет мы ищем таких известных личностей. 5 лет поиска, да. Только не говорите, пожалуйста, я вас очень прошу, искать к артистам, фигуристам, жаловаться это к властям, там, да, к президенту, прокуратуру. Вот это вы, полицию, только не со мной об этом, ладно? Потому что мне это очень... Ливия, добрый день, Ливия, спасибо. Спасибо за помощь. Ни прокуратура, ни полиция, никто нам не поможет. Если вы скажете, не опускайте руки, мы не опускаем. Я-то руки не опускаю. Если я их опущу, то мои собаки вообще пойдут в лес. Вот. Но я очень не люблю заниматься пустословием. Я не люблю, знаете как, я не люблю, когда меня шантажируют. Я ваша подписчица, я вам помогаю по мере сил. Вы не можете не спасти, спасите мне эту собачку. Друзья, пожалуйста, давайте не будем вот меня вот таким образом шантажировать. То есть тут такой намек, что если открытым текстом, если ты не спасешь эту собачку, то я перестану быть твоей подписчицей. Давайте вещи называть своими именами. Не надо так меня шантажировать. Это больно, это несправедливо. У меня 200, а у этого человека, если в такой форме ко мне обращается, значит, у него нет ни одного животного, и он не хочет взять на себя никакой ответственности. Если ко мне обратиться со словами «я возьму, только вы мне помогите, подскажите, вы научите меня, а как обратиться?» Если к себе, я попробую так. Если на передержку, посоветуйте, к кому обратиться, на каких условиях. Я всегда научу, какие прививки сделать, с каким интервалом, что сначала и что потом. Я никогда не отказываю. Но без помощи людей, которые хотят, но хотят сделать это руками других, не получится. Вот руками моими уже не получится. И все мы должны понимать не только в теории, что такое 200 собак, ох, 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 как это тяжело. Давайте это вот просто представим, да? Я понимаю, что представить это очень сложно. Даже мне, я вам скажу, представить это сложно. Поэтому мне многие не верят, что можно столько тащить и нести ответственность за такое количество животных. Мне очень тяжело, это я говорю. Поэтому, если мы все в одночасье, вот просто как мир каюкнется, Марина Немировская, спасибо за помощь, вижу. Спасибо, спасибо. Ну, тогда, если мир рухнет, ну, значит, и мы рухнем вместе с теми, кого спасаем. Но пока мы на этой планете, пока мы живы, и раз мы взялись за это дело, то на полпути нельзя предавать тех, за кого мы взялись. Не смогу я, друзья, вытащить такое количество без вашей помощи. Поэтому, пожалуйста, думайте, пожалуйста, рассказывайте о нас друзьям, знакомым. Вот все равно кто-то мне говорит, я рассказала вот о вашем канале там в Саратове.
Ну вот они, приятно, что прислали 1000 рублей. Это очень приятно, это радует. Спасибо, Оля, большое. Вот. На этой неделе у нас еще хочу поблагодарить Ольгу. У нас на передержке сломался холодильник, и она смогла организовать там в своей, ну, у своих знакомых тоже ненужный холодильник, и она смогла договориться, и теперь, в общем, Роман нам привез этот холодильник благодаря Ольге. И в холодильнике нам надо хранить лекарства, прививки, иногда вкусняшки, иногда мяско. И еще она нам передала килограмм 10-15, наверное, обрези. Тоже организовала на рынке, и несколько мешков она передала обрези. Поэтому, Оля, спасибо большое. Спасибо большое. Пока еще не начали они есть, потому что пока сушка. Каша в такую жару портится. Ну, это просто на небольшую передержку, вот там, где у нас живут подростки. Щенки уже стали подростками, но иногда там кормят. Некоторые собаки отказываются. Вот Гошка, например, по-моему, да, отказывался от сушки. Но есть такие собачки. Поэтому им приходится что-то варить индивидуально. Поэтому обрезь пригодится. Мясная. Вот. Все, что попадается. Всегда лайки, комментарии сразу нельзя ставить. Когда сразу лайки ставить нельзя, когда только ролик, да, вы открыли, надо сначала его посмотреть. YouTube иначе не засчитывает, как и короткие комменты. Комменты надо все-таки предложением строить, да, не два слова, не из двух слов, чтобы было. По методичкам действуют против животных. Да, конечно. Администрация, вот если к ней обратиться, знаете, я всегда тоже говорю, что если к администрации обратиться за помощью и сказать, что же у нас творится, да, в нашем регионе, и здесь собаки, и здесь, он просто на своей планерке, своим подчиненным даст указания. Ну, что скажет? А он расценит это как жалобу. Вроде ты хочешь донести, что надо стерилизовать. Посыл-то у тебя один, надо стерилизовать, и чтобы власти об этом где-то в СМИ, где-то об этом сказали. Но у властей не стоит такой вопрос донесения информации, как о стерилизации. Я никогда этого не слышала. Они в обратную сторону. Значит, надо истребить. Это же у них эко-мусор, да, называется. В общем, и если им об этом говорить, иногда думаешь, лучше тихо спасать, но тихо уже не получается, потому что все уже все, в лёжку уже все ползают. Поэтому приходится говорить, обращаться. У вас не так. Ну, у вас какой ваш регион? Ваш это какой ваш? Я в Москве живу. Я говорю про вообще регионы, которые у нас в России существуют. Любой регион. Нигде не будут решать вопрос. Вы знаете, 5 лет я так плотно нахожусь в этой теме. Прошла огонь и воду. Так все тяжело. Так все бесполезно. Кричать, ходить, просить, умолять, жаловаться, призывать. Но любой глагол вот используйте, и все как-то бесполезно. Спасибо, Наталья. Спасибо за донат. Вижу вас. Вижу. Вот, да, надо ставить после просмотра лайк. Ну да, или после просмотра, или хотя бы там большую часть просмотреть. Кошки и котята, 12 в общей сложности. Ранее была собака. Тяжело, но надо помогать этим милым животным.
Я вижу, как всем тяжело, я вижу, я знаю, поэтому мне нечего сказать. Я ж не могу прям вот кричать и все, вот надо, дайте и точка. Понимаете, вот мы все друг друга понимаем. Ну, кто мог предположить, что так будет? Я как-то думала, что мы посплоченнее, может быть, возьмем и разберем животных, хотя бы будем являться им ручками. Но, видимо, это тоже для всех тяжело. А тем более мы здесь с вами все собрались, ну, которые сердобольные, да, но у которых много своих кошек и собак. А вы видите, вот неделю назад какая замечательная Надежда в Ярославле взяла. Несмотря на то, что у нее 16 кошек, 2, по-моему, или 3 собаки. И она еще 4. А вы знаете, она позвонила мне всего лишь, желая взять одного маленького какого-нибудь. Ей очень хочется какого-нибудь маленького, чтобы с ним вместе спать и целовать его, как она мне сказала. Ой, какие же бывают добрые и в то же время наивные. Ну, просто ее саму хочется исцеловать, все. И когда вот я ей рассказала по ходу, а мне же постоянно на WhatsApp сыплются эти сообщения. Я, наверное, скоро перестану и на это уже даже реагировать. У меня даже сил нет, понимаете, у меня глаза устают, у меня даже тыкать просто вот устают. Я от несчастий устаю это видеть. Потоком идет. И когда вот и я так вскользь могу, мне прислали, а я кому-то автоматически могу послать эти грустные истории. И вот, видимо, послала ей. И она так запросто говорит: ну что же им, погибать, что ли? Давайте везите ко мне. Я говорю: так их 4. Ну так что ж. Вот понимаете, вот у меня вот такие вот люди тоже вызывают, вот, знаете, вот я не знаю, я в ступор впадаю. Вот как иногда от чьей-то наглости или хамства, а когда от доброты и жертвенности я тоже впадаю в ступор, что такие люди есть. Но я хочу сказать, их очень мало. Добрых людей много, жертвенных мало. Чтобы вот так вот. И при этом не ныть. Ничего, справимся. Я говорю: Надя, какая у тебя зарплата? 15 тысяч. Я не знаю, у меня нет слов. Да ничего, прокормимся. Рыба стоит вот столько-то. Морозилка есть, я туда рыбки куплю, кашку сварю. Кошкам в одной кастрюле, собакам в другой кастрюле. Вот когда люди вот с таким добротой и теплом. Знаете, я работаю и контактирую все 5 лет очень плотно с людьми. Поэтому в моей жизни я чего только не проходила и кого только не видела. И каких только людей я не видела. Вот мне говорят: тебе, наверное, надо перестать уже удивляться, чего ты только в жизни не видела. И вот меня все равно удивляют. Крайности удивляют, несправедливость очень удивляет, отсутствие у людей логики. Я считаю, что взрослые люди должны иметь логику. Должны. Потому что мы проживаем жизнь не просто так. Причину и следствие всегда мы как-то должны это видеть. Но это тоже, опять-таки, извините, это эмоции. Или просто полемика. Напишите свои проблемы депутату Бурматову. Бурматову? Мне кажется, что мы с ним просто даже не просто были в писанине, а его задалбливали так, что мама, не горюй. Бурматову мы не сдались, даже когда 200 собак отравили, убили в ППЖ. И тем не менее,
Он обещал, но даже не приехал. Нет, 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 нет. Извините, я не хочу комментировать. Он замечательный человек, но не для решения таких серьезных глобальных проблем животного мира. Нет. Так где-то отстоять какие-то права в Аэрофлоте, в самолете, там, чтобы животное весило в ручной клади не 8, а 10 килограмм, 12 килограмм. Ну, извините меня. Это такой вопрос решить, да? Ну, да, для этого чиновникам надо быть, чтобы, наверное, можно было в салоне провести не 8, а 12 килограмм, потому что коты бывают разные, иногда бывают они вот такие вот большие. Ну, по-моему, вот там вот он одержал победу. А все остальные проекты, которые он выдвигает, они не действенные, и они не приживутся в жизни. Это все. Многим помогает. Многим помогает. Наверное, я не буду спорить, наверное. В принципе, он сам из Челябинска, по-моему, где-то в Челябинской тоже в регионе помогал кому-то. Я очень бы хотела, чтобы он в Челябинске помог собачке, которую нам не отдала одна волонтерша. Она говорит, ну ему и на улице хорошо живется. А моя Наталья хотела как раз передержку его взять. Она просила, звонила, все уговаривала, убеждала. Нет, и все. Ну, а через месяц его подожгли. И он горел заживо. Сгорела большая часть там. Ну, в общем, глаза выгорели, он, по-моему, ослеп. Дальнейшую жизнь его не знаю. Вот я бы хотела, чтобы он помог этому песику. По-моему, приют какой-то забрал. Ну, что такое слепому песику, такому красавцу, жить в приюте? Вот хотела бы, чтобы он под личный контроль взял хотя бы эту собаку. Ой. Да, он потом еще замечательному ветеринару помог в Москве, по-моему, открыть клинику, которого загнобили за сердоболие. Тоже в каком-то регионе, наверное, вы слышали, эта история была по телевидению еще рассказывали. И он помог ему открыть клинику. Ну, в таких вопросах он может, да, помочь. Там, где нужно именно звонок чиновника. Да, конечно. Вы думали, что 21 тысяча, если у нас, то помогает 21 тысяча? Нет. Даже не пытайтесь вот 100 рублей сложить, умножить на 21 тысячу. Нет, ни в коем случае. Нет, нет. Помогают так вот, 2-3 сотни, по-моему, так вот одни и те же. Но и то, сегодня есть денежка, завтра нет денежек, от пенсии зависит, от зарплаты, поэтому тут все так. Бедные мы, очень бедные зоозащитники. Да потому что задача такая. Вы сейчас видите, я даже не знаю, какие сейчас задачи у нас первоочередные, глобальные. До марта-то нам никто не мог. Вы понимаете, что вот даже до марта, когда не было таких происшествий в мире, и то принимали в первом чтении, во втором чтении, в пятом, десятом законы, поправки, столько говорили, когда был прямой эфир с президентом, сколько мы писали сообщений, чтобы обратили внимание на нашу тему животного мира, бездомышей. Нет, не помогли, а уж когда все это заваруха началась, то тут уже мы понимаем, что не до собак. Не до собак. Мы сами-то сейчас не понимаем, кто мы и что из нас пытаются сделать. А собаки – это просто наша боль, и мы уже по привычке, по зову нашего души и сердца мы плывем просто вот потому что не можем, да, не можем заменить сердце на искусственное какое-то сердце и быть такими
хладнокровными. Пытаюсь подбирать литературные слова. Да, Оля, спасибо. В конце месяца мы не отвернулся от помощи собачкам. Да, вижу, Оля, спасибо, спасибо. Надо смотреть не на количество подписчиков, а на число просмотров. Да, правильно, на число просмотров. Не знаю, все каждый раз мы думаем, то начало лета, то жара, то отпуска. Но, может быть, сейчас в сентябре вернутся все с отпуска. Может быть, люди подключатся после отпуска, отдохнувшие. Как здорово посмотреть на отдохнувших людей. Хоть посмотреть на них, на отдохнувших, раз сами такими не являемся. И забыли, и видео не просматривают. Надо смотреть. Ольга, спасибо большое за донат. Многие подписались и забыли, и видео не просматривают. Ну да. Вы знаете, сегодня такой случай, у нас же чаты есть, вот, например, не по всем собакам, конечно, нет, не по всем 200. А вот в одном чате у нас по Сальме как раз разговор зашел, наверное, девушки нас сейчас здесь смотрят. Наталья некая зашла и попросила меня рассказать о собачке в Анапе. В Анапе, потому что эту собачку бросили москвичи типа, и она живет в Анапе у людей, которым некогда заниматься собачкой. Расскажите на стриме. И все. А что рассказать? Вот если я говорю, так я должна собаку знать. Надо о ней знать информацию, чтобы я могла о ней рассказать. Мы, чтобы разместить разместить пиарные фотографии, я понимаю, что если будет звонок, то я должна быть готова ответить на вопросы, какая собачка, или, по крайней мере, соединить с передержкой, чтобы в подробностях рассказали, как она с другими собаками, как и то вот, ну да, и как с кошками, как с детьми. То есть и показать собаку и спереди, и сзади, и в прыжке, и в скачке, и то есть все. А тут прислала одну фотографию и говорит, расскажите о собачке. Я говорю, а что рассказать? Просто фотографию показать? Я даже не знаю, вот как вам показать здесь фотографию. Вот если даже, потому что я даже вижу, что я трепыхаю, что ли, сказать. И вот если я вам покажу вот так вот фотографию здесь, то вы не увидите, не поймете, да и не отреагируете, потому что вы те же самые люди, которые уже особачены. Что я могу вам рассказать? Ну, тогда надо ко мне в личку обратиться, надо меня соединить с человеком, который за ней ухаживает. Как исключение, я должна почувствовать, что эта собака в опасности или еще что-то, что она нуждается. Но ее спасли. И она в итоге, вот опять-таки, обратите внимание, какой шантаж. Она вроде хотела помогать Сальме, оказалась с нами в чате. И когда я ей стала объяснять, что так это не делается, стрим это я здесь могу только рассказать в целом о наших радостях и печалях. А чтобы пиарить здесь собаку, что как я могу показать то, тем более не знаю про кого. И вы знаете, что она сделала? Она удалилась из чата и сказала, ну тогда до свидания. Хоть стой, хоть падай. И чувствуешь себя такой облитой, что что-то я сделала не так. Ну, до свидания. Ну, значит, нам не по пути. Вроде мы здесь собрались по случаю спасения Сальмы. Ну, давайте мы не отходить от этого. Здесь маленький чатик, где мы обсуждаем маленькие или большие проблемы конкретной собаки. Есть другие какие-то площадки, ресурсы, чтобы пиарить собаку, рассказывать или в конце концов, ну, опять-таки, ну, не руками того, кого вы вообще не знаете, и как строится спасение не знаете, и как мы готовимся
каждому ролику. Не знаю, вообще человек ничего не знает, но в то же время сумел сделать как-то так, уколоть, что типа того, что ах, вот так, ну значит тогда и я вот так, до свидания. И опять-таки я говорю, это шантаж. Не надо меня шантажировать. Мне и так не сладко. Я и так никогда старалась никому не отказывать. Это видно. Это видно невооруженным глазом. Даже местные в том же Якутске говорят, а вы закиньте там Володины, она всех берет. Это что вообще тоже такое? И такая ходила информация. Потому что всех берешь, да? Потому что вот такое вот сердце. Всех хватало, всех. Кого можно и нельзя. Но спасала. Короче говоря. В общем, я вас очень прошу, перед тем, как меня шантажировать или подкалывать, что я на кого-то переметнулась, кого-то не спасаю, или там вот я ваша подписчица, а вы мне это, а вы мне то, не надо, я вас очень прошу. Я и так делаю больше, чем я вообще могу, больше, чем может человеческий организм выдержать. Плакаться вроде не принято, да, мы все взрослые, и мы все понимаем. Если сама нас спасала, ну сама и отвечай. У тебя своя голова, вот у меня своя голова. И поэтому я очень-очень осторожно, очень робко и к вам очень обращаюсь. Просто помогите, помогите продержаться, помогите спасти тех, кого мы спасали вместе. А той, что комментарий писала гневный. Вот та Лариса. А по-моему, это Екатерина. Это, по-моему, не Лариса писала, а, по-моему, Наталья. Мне так кажется. Я что-то не поняла сама даже, кто там писал. Ну, мы с вами, да, вот в чате видели вместе, потом удивились, офигели, да, и... Ну, люди разные бывают, мы это понимаем. Не обращаем внимания, идем дальше, но так вот просто, знаете, просто учащаются вот такие вот как-то обращения такие, не совсем, по-моему, здравомыслящие люди. Но они тебя ставят в такое дурацкое положение, что ты начинаешь чувствовать себя каким-то полным идиотом. Алекс. Да, это Гофт. Это, по-моему, Алла, да? По-моему, это я ник просто не помню. Помню, что Гофт это, по-моему, Алла. Угу. Вот. Никак не могу еще и в другой группе. Никак не могу еще и в другой группе. Нет, любая посильная помощь, кто сколько может, конечно, мы все люди, и мы все понимаем. Как со мной связаться? Екатерина. WhatsApp есть у меня, телефон. В реквизитах ролика, каждого ролика. Напишите мне на WhatsApp. Я надеюсь, что вы найдете. В реквизитах в конце каждого ролика есть мой телефон WhatsApp. И напишите мне. В каждом магазине аптеки стоят стеклянные коробочки возле кассы. Расплатили, сейчас-то копеечки скидывают в коробочку. Это деньги для приюта. У нас тоже такие коробочки есть. Это, видимо, магазины заключают какие-то договора, но все эти магазины уже давным-давно под какими-то приютами, сотрудничают с какими-то приютами. Приютов у нас все-таки очень много, и они все уже давным-давно сотрудничают. Да, плейлисты все-таки, друзья, пожалуйста, смотрите. Мы как-то показывали, кто знает или не знает, может быть, Татьяна, может быть, показать, где вот эта вот кнопочка, плейлист, не знаю, как это назвать, кнопка или не кнопка, чтобы на нее нажать и просматривали вы. Ну, может быть, на маленькой озвучке, чтобы это было не совсем
в глухую, да, а то вроде тоже могут не засчитать. Ну, чтобы как-то побольше о нас людей узнало, вот с этой целью. Хочется помочь вам с превью. Что это такое? Что-то я не очень поняла. Мы любой помощи рады, но все это надо со мной связаться, и тогда или я чего-то не поняла. Мой вот телефон можно на WhatsApp писать, он указан в реквизитах. Может, можно и у вас так договориться. По поводу этой самой, у нас стояла на одном предприятии, наша вот тоже подруга, подписчица размещала. Нет, ничего там не натикало. Это все такое недейственно. Я разговаривала с продавцами. Ну так, это все вяло текущее такое. Не знаю, даже я не знаю. Какие-то копейки, что это даст, не знаю. Вокруг меня маленькие такие магазинчики, а в крупных магазинах там крупные приюты уже поставили свои стеклянные коробочки. Давай несколько раз в немецкоязычные зоозащитные пересылки о вас знают там, но сейчас так полно завалов на Западе, так как спасаются Румынии, Словакии, Италии. С Россией очень трудно стало привозить. Ну да, тут у нас тоже один фонд нам сказал, что с Россией больше не будет. Ну это вообще, это все сокращается. Не знаю даже, что говорить. Я иногда, знаете, в ступор в какой-то впадаю, и у меня нет ни слов, ничего. Чего мне так жарко, а? Наверное, ночью дождь будет. Ой. Напишите мне, Екатерина, не так много, но как могу, но своими методами. Хотела бы поделиться с вами, чтобы судьба животных была спасена, и ваша, надеюсь. Да, напишите на WhatsApp, поделитесь, где взять этих добрых и замечательных ручек. Все ручки, которые даже были средние, они почему-то стали недобрыми. Не знаю. Ой. Да, не то слово. Жалко вообще всех. И тех, кто спасает, и кого спасает. На днях посмотрю на ваши страницы, как пересылать. Проверьте там, как и каким образом. Немцы не любят PayPal ссылать. Нужен банк, международный адрес банка, номер конторы. Нет, вы знаете, Марианна, все-таки у нас работает вот этот вот ссылка под нашим роликом Donation. Она, в частности, из Германии получается переводить. Может быть, из Германии получается. Просто не все с компьютером, может быть, или с этими ссылками на «ты». Но даже кто не особо владел, и то научились и пересылают. В конце, под каждым роликом, в первом сообщении, в первом СМС идет описание ролика, и в конце реквизиты. И там ссылочка на Donation. Вот кто заходил, сказали, что очень просто. Просто надо ввести то ли свои имя, фамилию,
то ли получателя имя, фамилию. Вы там прочитаете, и там, в принципе, все очень предельно просто. Ну да, люди многого не понимают и не хотят понять. Да, для очень многих людей кажется, что все очень просто. А если ты не исполняешь их просьбу или их каприз, то ты плохой человек, ты недобрый человек. А то, что ты очень сильно уставший, ты уже надоел даже говорить. Мне уже даже стыдно говорить, знаете, постоянно. Одно и то же, одно и то же. Я уставшая, 200 собак, помогите. У меня как балалайка заезженная, одно и то же. Знаете, а то ли они это не смотрят, то ли они смотрят выборочно то, что им выгодно смотреть. Есть такая Лара Володина, такая сумасшедшая, которая вот она, вы ей позвоните, она всех спасает. Знаете, мне прям язык склеивается, я даже не знаю, что сказать. Ой. У немцев есть черный список, и те, которые делают проверки места, трудно привозить. Черный список, и те, которые делают проверки места. А какого места они делают проверки? Я знаю, что у немцев, если куратор недобросовестный, какую-то там подсунул собачку, не такую, которую им хотелось бы, да, они внесут тебя в черный список, да, безусловно. И потом больше у тебя не будут брать. Поэтому мы собак стараемся вывозить максимально, предельно подготовленных, чтобы не было у немцев проблем. Но иногда бывают, конечно. Бывает. Иногда собака в стрессе, пока ее перевозишь, такое может учудить. Но это в стрессе, потому что она здесь, она была совершенно нормальная. И когда она туда приехала, она тоже была нормальная. Но в дороге она все равно умудрилась от стресса так прокусить руку водителю, который выводил ее на прогулку, что пришлось обращаться к водителю, в клинику, где-то там в Прибалтике или где. Но и мы были в шоке, и те напугались. А сейчас присылают уже 1,5 года приветы. Такая счастливая бегает. Всякое бывает, чего только не проходишь в этой жизни. Я ему, конечно, компенсировала не штраф, а компенсацию за такие вот его увечья. Рука вся опухла. Я ему послала деньги. То ли 100, то ли 200, по-моему, евро. Что-то такое он озвучил. Под каждым видео есть ссылка. Прекрасно работает из-за рубежа. Вот, Елена, правильно вы пишете, что прекрасно работает. Но мне почему-то или не верят, или говорят: ой, я ничего не понимаю, ой, я ничего не разбираюсь. Ой, там надо знать данные вводить, а я не хочу свои данные вводить. Да я думаю, что-то там данные совершенно элементарные. Все наши данные есть уже давным-давно при регистрации на наших волшебных сайтах. Когда мы здесь уже в компьютере, тут никуда не войдешь, пока не зарегистрируешь свою почту, свои данные элементарные. А больше, чем обычные данные, все равно там не потребуется. И ключи от квартиры, от машины с вас там не спросят. Ой. А помощи из-за рубежа стало меньше, конечно, очень. Вот то, что люди умудряются еще послать там вот 10-20 евро, вот 50 кто-то вот прислал, да, недавно через Аню. Конечно, это вообще даже не сравнить, не сравнить. Раньше вот почему я так много спасала, потому что я знала, что в эквиваленте
если помогают, значит, я должна и обязана спасать эти жизни. И я знала, что смогу, прорвусь. Есть желание, и есть желание людей. И поэтому у нас все было в соотношении, вы знаете, вот так вот. И люди помогали, и люди видели результат, и люди верили и доверяли, и я спасала. А сейчас все перевернулось. Сейчас все с ног на голову. И я не спасаю, и со спасенными не знаю, что делать, и помощи нет. Той, о которой мы договаривались на том берегу. Я вывезу этих, а мне помогут то-то, 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 а вот нету. Нет этой помощи. А вот эта вот помощь через Украину, через Казахстан, послать Ольге, а Ольга пошлет Пете, а Петя пришлет там через Гришу вообще, и везде комиссию. Поэтому donation это не очень, это вообще не сложно. Это не то, что не очень сложно, это не сложно. Вы просто один раз пройдите по этой ссылке, и вы поймете, что это не сложно. Это вот петиция, вы когда подписываете, да, ну, наверное, подписываете, вам приходит или нет, наверное, да, там внести надо свое имя, фамилию, электронную почту, ну, может быть, еще чего-нибудь. Ну, ради спасения животных, ну, постарайтесь ввести эти данные и помогайте нам, пожалуйста. Помогайте нашим животным, я имею в виду. О, Женя из Краснодара, волшебный голос, нежный, полный ласки и любви к хвостикам. Спасибо ей, прекрасную, чистую, добрую душу. Вот я это озвучила, потому что она не смотрит, она сейчас опять кормит. Она ездит, кормит, ползет, сорвала спину. Живот, у нее все. У нее все. Поэтому она в соцсетях не сидит, она постоянно кормит. Сегодня еще один помет пытается спасти. Ну, не знаю. Там не почты край. И на днях запущу на немецком языке Вертелейр присылки, всунуть пару последних видео о Ларе, чтобы напомнить. Народ уже честно и на Западе не знает, как разорваться. Помогают одни и те же. Да, я знаю. Помогает. Как-то я в ступор впадаю все чаще. Не знаю, прям. Я даже иногда делаю одно, а думаю о другом. Говорю одно, а думаю о другом, а потом возвращаюсь. Ну, просто я уже, не знаю, может быть, с ума схожу, что ли. Ой, в котором часу можно вас тревожить? Меня тревожить, мне кажется, круглосуточно. Но я последнее время иногда сплю все-таки, да. Поэтому, а вы в какой стране живете, Екатерина? Если по Москве, то до 12, конечно, можно. До 12 я там с собаками, с кошками разбираюсь. Но после 12 вроде пытаюсь уснуть. Иногда засыпаю в лифте. Тогда свое тело только успевает донести куда-нибудь. Чтобы уснуть не в лифте все-таки, а в квартире в своей. В ночное время, а все остальное время, пожалуйста, звоните. Звоните, пишите на WhatsApp. Мандарина и Сержа не забрали на прошлом стриме, кто-то был заинтересован в них. Нет, Елена, конечно, нет. Даже не написали, я не знаю кто. Я так была рада, что кого-то заинтересовало. Я готова была подробнее рассказать, показать.
все, что будут какие-то вопросы, какие у них животные, с кем надо подружиться у них там, да, но это, конечно, это разговор, серьезный разговор, поэтому мы готовы к общению, вообще ко всему готовы, но нет, никто не вышел на меня. Сейчас есть пост места для 2 собак с Абхазии у зоозащитницы, адвоката с Австрии. И не знаем, как вывести. Пост место для 2 собак с Абхазии. А почему вы не можете вывести? Какие-то сейчас что, новшества? Я с Абхазии мы вывозили. Ну, в Абхазии есть ведь волонтеры, которые, может, я чего-то не знаю. Я вывозила, по-моему, 2 года назад. Да, 2 года. Если что-то изменилось и я чего-то не знаю, ну я тогда так и скажу. Но вы мне напишите на WhatsApp. Может быть, я попытаюсь дать вам какие-то контакты. Свяжусь тоже с теми, кто помогал вывозить. Вот, поэтому свяжитесь со мной на WhatsApp, попробуем. Спасибо, Марианна, спасибо. Спасибо на добром слове. Так, мы делаем, конечно, кроме Бурматова некому обращаться. Не знаю. Не знаю, у меня нет слов ни про кого. Люди становятся все более глухими к чужой беде, терпению и здоровью. Вот именно, думаю, что невозможно всем помочь и не помогают никому, даже репостом. Татьяна, да, вижу тебя. Привет, дорогая. Привет. Мы с тобой редко созваниваемся. Всегда восхищалась мужеством и человечностью волонтеров и зоозащитников. Я, к глубокому сожалению, смогла взять с улицы только одного щенка. Понятно, ну, тоже хорошо. Одному щенку хоть повезло. Спасибо, Эля. Народ, поставьте лайк. Не забудьте. Смотрю, мало лайков. А в чате 86 человек. Угу. А лайков 41. Вот видите как? Если мы сейчас здесь 86, то поставьте, пожалуйста, лайк. Видимо. 134 лайка, да? У меня 41 лайк показывает. В чате показывает, кроме Бурматова. Да помню, я к Бурматову, в его и секретарю тоже звонила, когда нас, ну, не арестовали, а задержали в аэропорту с собаками. И тогда я вынуждена была позвонить. Я кому уже не звонила только. Ой, нет. Нет. Все шито-крыто. Нет состава преступления. А тем более так, просто помогите, мне тяжело, помогите, спасите. Да, ну, что вы, всем тяжело. Популист, он пиарится за счет единичных резонансных случаев жестокого обращения с животными. Очень верно, очень верно. Они все там
пропиарится и создаст впечатление, что он царь и бог и всем поможет. Ага, поможет. К Бурматову обращались по поводу якутят много раз, толку ноль. Конечно, чего ж не обращаться? Конечно, обращались. А уж сколько я сидела на почте, помню, и писала, марки клеила на конверты и письма, составленные с подписями на все инстанции. Помню сейчас, по-моему, 6 писем. Я, по-моему, 3 часа потела на кухне, на почте и составляла. У меня где-то еще в архиве сохранилось все, что я отправляла, и с конвертами, и все эти адресно все отправляла. Нет, все, больше меня туда, к этим людишкам не зашлете никакими уговорами. Я туда не ходок, не сдок. Вот, ну да, может, да, после отпуска все будет нормально. Вода мы особачены и окошачены. Люди, вот, это точно. Это мы без отпусков и денег. Очень прошу, не рассказывайте такие страшные истории. Какие? Да ни одной не рассказываю. Все страшные истории у меня на WhatsApp. Не показываю, не рассказываю. Ни за что. Меня сразу заблокируют, если я вам покажу все ужасы, которые там чинят. Это страшно, это в голове даже не укладывается. Елена, это не Наталья, а Лариса сообщила о собаке и ушла после шантажа из чата. А, Лариса все-таки, да, тезка моя. Ну и ладно, мы ей прощаем. Малыши нуждаются в еде и в домиках, и родителях. Да, друзья, давайте задавайте вопросы, чтобы вас не... Мы уже полтора часа, потому что если кто будет в стриме потом смотреть, это будет очень тяжело. В записи смотреть вот все-таки без живого контакта с вами все-таки тягомотно, так я бы сказала, да. Вот, хотим сделать ролик, мы с Татьяной вот готовим о том, что о проблемных собаках, которые у нас есть, чтобы не казалось вот жизнь малиной, чтобы не казалось, что ой, а что особенного, да? Все собачки милые, пушистые, там, да, все так тяв-тяв, все замечательно. Нет, есть проблемные собаки. И когда мне говорят, ну сделай же что-нибудь, я, знаете, я опять не знаю, что сделать. Я всегда что-нибудь делаю, но я не всесильна, я не могу сделать невозможное. Для этого нужны свободные руки, свободное время, надо быть не особаченной, надо много чего надо, чтобы решить проблему по 1, 2, 5 собачкам. А когда у тебя их такое количество, то ты куратор, то страдает качество проблемных собак, которых надо вот с ними поселиться, с ними в будочке и сидеть с ними на равных, разговаривать, поглаживать, разговаривать, часами приходить там в будочку или в конюшню, или где там. Вот я просто помню, такая была собака из жуткой, очень дикой собаки. Она потом уехала, не помню, куда-то, то ли в Австрию, то ли куда-то, но там куратор не я была. Это надо часами сидеть и ворковать с собачкой, чтобы она привыкала к человеку таким образом. Такой возможности у нас нет. Мне тоже как-то в чате задали вопрос, а вы только спасаете тех, которые... И дальше какой-то был вопрос. Только тех, которые просятся в ручки, что ли? Ну, вообще-то это логично. Собаки, которые просятся спастись и хотят жить, они к тебе просятся. Вот если ты мимо такой пройдешь, ты потом всю жизнь будешь себя
ненавидеть за то, что тебе она будет сниться. Вот таких надо спасать. А если уж кому суждено быть неспасенным, то это такая судьба. И такие собаки есть. И если уж выбирать, кого спасать, а кого пусть живет сколько ей отпущено, то тогда это пусть будет собака, которая не хочет, не ценит человека, или берите ее и адаптируйте. Но это должен делать не человек, не тот человек, точнее человек, но не тот, у которого 200 собак. Кто-то спасает оптом, а кто-то спасает 2-3, но качественно. Качественно, скрупулезно, ежеминутно. Трали-вали. В общем, люди разные нужны, люди разные важны. Вот. Почему не регистрируетесь на Ярус? У Хвостатого Счастья там 1000 подписчиков. Если даже половина только заходит, то это 2500 рублей в день. Вот опять мы говорили, наверное, да? Это которые какие-то монетки по 5 рублей, что ли? Не знаю. Не знаю. Что-то говорили, но я не знаю. У меня столько проблем, что я не понимаю, куда мне заходить, а куда не заходить. Мне куда-нибудь, наверное, зайдем, если осенью заблокируют еще и YouTube. Ой, не знаю, по каким-то дорогам будем бегать, наверное. VPN не работает, пока только на карту. Получается переводить понемногу. На карту. На карту это вообще идеально. На карту это еще лучше. Если есть возможность, то лучше на карту. Я сама так их люблю. Лариса, мне кажется, вам нужно развивать свои каналы, постоянно напоминать про просмотры, комментарии, тогда может хоть все сдвинется с мертвой точки, пойдут деньги за просмотры, вам полегче. Развивать каналы. У нас 2 канала, мы их развиваем. Что вы вкладываете в смысл слов развивать? Вот раньше у нас не было стримов. В последнее время с лета они у нас начались, вы это видите. То есть это сделан тоже шаг уже вперед. Развиваем. Раньше я не приемлила, потому что у меня были такое количество самолетов. Я, по-моему, спала и жила в портах, и вы это помните. Но сейчас, когда у меня их нет, то вот я с вами, я общаюсь и развиваем как можем. Многие функции, которые раньше работали на YouTube, они исчезли. Там, где мы могли больше рассказать о себе, привлечь какие-то еще массы людей. Там. Сейчас эти функции все отключены. Даже монетизация, по-моему, отключена. Ну, по крайней мере, для россиян. Ай, да, как тут опустишь руки, когда на тебе такое количество? Да. Не знаю, просто не знаю. Бороться, знаете, вот из последних сил бороться и находить силы. Падать и снова вставать. Противостоять каким-то недобрым. Противостоять, не поддаваться шантажу. Быть вежливой и корректной. Спасти, но не обидеть. Вот сочетание вот всех этих качеств и главное с флагом и с собаками вперед, не падать. И упала, то воскрешайся и снова иди вперед. Все это добавляет только вот трудностей, да,
И так ты идешь, ползешь с этими из-за таких малых количеств пристройств, а тебе еще как будто цепями ноги связали, и ты вот идешь в гору со связанными ногами. Ну, в гору ты уже не идешь, это понятное дело. О чем я говорю, Господи, когда я понимаю, что на дне лежим, пытаемся как-то всплыть. Вам посылала Сильвия насчет PayPal. Сильвия со Швейцарии. Она вела один из Вердлейеров, пересылка сейчас переняла тайна или Танина, не поняла, чего-то Вертейле. Да, и на днях о вас опять ситуацию, плюс пару видео прикреплю. Это вот вы говорите все-таки о распространении, да, я так понимаю. Место для проверки, в смысле, на пересылке дают инфу на зоозащитников, мол, надо место проверить. Для собаки или кошки у людей код хотят взять, отзываются и делают до контроль места. Понимаю, наверное, не до конца понимаю, что где-то как-то это с пристройством, я так понимаю. Хорошо, это мы потом тогда с вами или в личку. Марианна, спасибо за активность. Тяжелые времена, стараюсь вам помогать регулярно, не говоря. Держитесь. Спасибо. На всех каналах стало меньше помощи из-за происходящего в мире. Молодец, Надежда, я аналогично поступаю. Я думаю, кто сейчас здесь на стриме, мы все помогаем. Да, конечно, вот те, которые на стриме, поэтому мы собираемся и вас видите. Вот вы обратите внимание, да, нас же здесь не тысячи, нас здесь даже не 200. Вот и делайте выводы. Казахстан легко, просто оформите карту в казахском банке. В казахском банке оформить карту. Где у нас этот банк? Как это все работает? Хоть бы кто-нибудь подсказал. Вы и ваши помощники огромные молодцы. В последние дни кто-то очень равнодушный, а кто-то жестокий. В последнее время я хоть и знаю, почему это, все равно поражаюсь всему этому. Я не всегда пишу вам. Да, конечно, мы все понимаем и в то же время не понимаем. Но мир действительно изменился. Очень тихий звук. Ну, вроде вот только вы говорите, а все остальные вроде бы слышат. Может быть, микрофон. Пошла с собакой, встретила зоозащитницу с Прибалтики с ее 2 собаками, с Благовещенска спасенными. С Благовещенска это от Галины. Благовещенский спасает Галина. И куда убежала? И говорит, с Австрии никак сейчас PayPal, только постайт, только какой-то постайт, мол, его, не знаю. Деньги регулярно, завтра отправлю снова, спасибо. В Австрии, в Австрии нет, у меня тоже очень тихо. У вас тоже очень тихо. Ну, вы бы сказали тогда. Почему тихо? Почему тихо? Давайте мы сейчас будем уже... Ой. Громкость. Вот я прибавила вроде на 100. У меня громкость 100. Только что присоединились, Елена, да? Ну, тогда только в записи. Почти ничего не слышно. Включено на полную громкость. Ну вот. Согласна, у меня тоже очень тихо. А вот сейчас я вот прибавила, микрофон поставила перед собой, то как? Насчет собак абхазских. Они у волонтеров, у которых 150 собак. Спасибо, свяжусь. Ну да, то есть там волонтеры-то в принципе умеют отправлять.
Так, так, звук тихий я прибавила. Здравствуйте, очень тихо. Вот все у всех тихо. 90 зрителей, да? Наконец-то могу писать. Чат у меня не работал. Здравствуйте, здравствуйте, Анастасия. Просить помощь — это нормально. Вы не для себя просите, а для собак. А вам надо отдохнуть. Это с каждым стримом все виднее. Да я вообще уже в лёжку. Я такие усилия проделываю, чтобы здесь не лежа перед вами. Вам нужно отдохнуть. Ну да, отдохнуть это не спасать, а вот хотя бы не спасать других новых. И чтобы меня перестали шантажировать. Ей просто невозможно. Не отдать, да. Но столько проблем и горя, как это выкинуть из головы? Да вот именно. Знаете, хорошо отдыхать, когда решил проблему, и с чувством выполненного долга имею право, да, посидеть на бережку, камушки покидать. А тут, блин, из головы ничего не лезет вообще. О том, что примерно месяц назад в ролике под названием «Наши новости» Шмонька, Краса, Пьеро, Кузьма и другие показали щеночка-малыша. Вот не помню, удалось ли его вывести. Ну, малыша, щеночка, это который с каштанкой, из Краснодара, что ли? Мы ж периодически все равно кого-то спасаем. Вот если только он у нас называется Ириской. Да, конечно, тогда. Вот я про него рассказывала, что первую прививку он получил, потому что ему только 2 месяца исполнилось в начале августа. Монетки по 5 рублей, да, я привожу каждый день. Вам всем добрый вечер. Все наше с нами, остальные были случайно. Вот и все. Да, спасибо, Грета. Так, помогаем, друзья. Перевела на корм только что 300, спасибо. Тихо, думала только у меня. А сейчас, вот скажите, микрофон я пододвинула ближе, то тоже тихо? Сколько собачек в месяц или в неделю удается пристроить? Понимаю, что всегда по-разному, но все же. Сейчас скажу. Август, например. 3 плюс 1. 4. Ну, в августе вот, наверное, 4. Получается так. 4 и по 2 еще ведем переговоры. Если все сложится, то будет 6. Но это счастье, конечно, было бы. Раньше хоть как-то в пределах 10 в месяц. А тут с дрожью думаешь. Лучше, да, стало слышно? Да вы бы сказали мне раньше, я бы микрофон пододвинула. Я просто не знаю же, как он работает. То ли ближе лучше, то ли дальше. Усыновила та семья, которая его нашла. Они забрали его с собой. Там, где рыжий котик, да, Татьяна? Вот там, где рыжий котик и собачка Умка. Рыжий котик в ручках пристроен у Оксаны. Умка у нас на передержке. И щенка забрали те, которые его нашли. Все-таки молодцы. Вот это я понимаю. Если хочешь спасти, сделай это сам. Вот стою рядом с ними в парке. Владельцы Майи, Галины, привет от них. Это кто? Это который из Благовещенска, вы имеете в виду, да? Стоите с ними? И Благовещенские тоже собачек спасают, да.
Мы написали в газетах, и сразу же было отправлено большое количество животных. Лучше молчать. Было отправлено или отравлено? Лучше молчать и делать свое дело по силе возможностей. А вы ошибку сделали или что? Было отправлено, куда-то отправлено? Или, скорее всего, наверное, отравлено, да? Вот именно, когда выходишь к властям за помощью, никто ж не понимает, что это может навредить только животным. Что они могут сделать? Да, конечно, дадут они на корм и на стерилку. И они уничтожат их, да и все. Слышно, Татьяна, отправлена или отравлена. Да-да, все хорошо слышно. Сейчас намного лучше слышно. Все хорошо. Сейчас. Так, добрый вечер. Все слышно. Со звуком нормально. Минут 10 как нормально слышно. Ну вот. Чего ж вы раньше не сказали, мои хорошие? Ага. Так, ну все, друзья, наверное, это будет очень сложно кому-то пересматривать в записи. Давайте мы тогда с вами на сегодня скажем до свидания, да, до новых встреч. Какие-то вопросы, может быть, я, ну, какие-то, по-моему, озвучила, да? Повторяться уже просто не стоит. В общем, мы всегда нуждаемся, мы всегда хотим кушать. У нас предстоит операция, но о ней я буду рассказывать отдельно. Все, вроде бы все, да? Мы закончили. Да? Ой, как жарко, я не могу. Наверное, все. Или я опять еще остаюсь в записи. Друзья, всем спасибо, всем пока. Всем пока.